Учиться китайскому искусству не в Китае то же самое, что делать суши по рецептам интернета. Не попробовать вкус настоящих, не узнать настоящих рецептов. На ваш взгляд, имеет право такое суждение быть? Конечно, но просто слушатели не знают, я училась в Пекине. Все-таки. Да, я училась в Стамбуле каллиграфии. Невозможно действительно постичь искусство, не понимая, что это такое. Очень многое, то, что вот даже вроде бы в книгах пишет, это нужно почувствовать, побывав там. Я периодически постоянно езжу в Пекин, прохожу стажировки, обучаюсь, и я не могу сказать, что я вот уже все могу. Нет, я еще только учусь. Марина, недавно у меня в гостях была наша известная белорусская художница Ника Сандрас, и мы с ней говорили о образовании, о том, нужно ли вообще художнику, талантливому художнику образование базовое. И Ника говорила мне о том, что в принципе нет. Она художник-самоучка, и в принципе вот это даже академическое образование, оно что-то, какую-то индивидуально даже убивает в талантливом человеке. Вот на ваш взгляд, все-таки образование нужно человеку? Или если у тебя есть способности, ты можешь просто взять и начать рисовать, осваивать технику китайской живописи? Нет, способность это, конечно, очень здорово, оно помогает, но мне академическое образование дает много, и я могу писать сложные работы. Без этого, конечно, я бы просто не смогла. Потому что чем китайская живопись отличается, ты один раз дотронувшись, не можешь исправить. Эта бумага хранится тысячелетиями. Краску один раз дотронулся, все. Если неправильно, только заново работа. Но у меня есть очень много моих учеников, и маленьких, и взрослых. Есть 3 взрослых женщины, которые уже являются художниками. У них нет образования, но они от природы просто талантливы, вот как вы сейчас говорили. Они уже пишут свои работы, они организовывают выставки. Маленькие детки так же само. Вот китайская живопись дает возможность, что за один семинар, вот 2 часа ребенок работает, и после занятия он уже выходит с шедевром. Маленьким, но шедевром. Это вот приятно, это здорово, конечно. да. Наверное, в нашей бы академической школе нам понадобилось бы много времени, чтобы нарисовать определенный сюжет. А в китайской живописи проще.